Доброе утро, мои дорогие друзья. Мы с Танзилой едем на рынок. А потом нам еще нужно и в больницу поехать за моими анализами и к врачу подойти. Так, друзья, ну вот, только что я вышла из больницы Академии здоровья, взяла свои анализы, подошла к терапевту. Ну, ничего пока у меня нет, чтобы лечиться именно по терапии. Чуть-чуть завышен холестерин, нужно сидеть снова на диете. Я когда-то пила статины, но сейчас он не до такой степени превышен, чуть-чуть. Сахар в норме, остальные все анализы в норме. Танзила тоже свои, там, у своего врача была. Пока я у одного врача, Танзила у другого врача, у нас все вместе. Теперь мы идем за очками. Я заказывала очки. Очки тоже готовы. Сейчас идем за очками. В понедельник мне уже надо будет идти к своему невропатологу с результатами анализов. Невропатолога сегодня у меня нет, только в понедельник. Так. Что здесь? Финики. Хотим посмотреть. В подарок финики положить, да? Please. Тут тоже чаи разные, да? Так, ну вот, мы пришли снова в больницу за моими очками. Так, зашли в кафешку поесть мороженое. Танзила не устояла. Танзила упало давление. Она снимает для Инстаграма, я снимаю для Ютуба. Кафе столичное. Такие пироженки. Пироженки тоже я не люблю, но возьму без вишки. Звоните нам и заказывайте универсальный Так, все, вошла вот. Так, ну вот. Танзила пьет кофе, я чай. У кофе такой аромат вкусный, что хочется его выпить, но я не пью кофе. Запах нравится, вкус кофе мне не нравится. И, во-первых, во-вторых, поднимается давление. Так, друзья, мы дома уже, и у нас заказ. Немного убрались, пообедали, убрались. Теперь у нас заказ. Короче, утром мы закупили все продукты, но мы еще не снимали, что мы там купили. Потом были в больнице. И вот теперь у нее заказ каких? Котлет по-киевски. Ну, конечно, в этом законно, по-моему, котлеты по-киевски на косточке же должны быть, да? Да, но такие упрощенный вид киевских котлет. На ифтар опять-таки. Сегодня последний день у нас. Держим пост. Ну, завтра тоже до обеда желательно держать пост.
Поэтому вот так вот. Сейчас она в блендере перемелет это все и приготовит. А эти сухарики были у нас? Я ж купила, когда вместе не были. Так, ну вот сейчас она перебьет блендером что-то. Что-то мне все время кажется, что мутно снимает. Или это свет такой отсвечивает, что ли. Вот, по-моему, сейчас нормально. Ну, перемелит, потом подключимся. Так, значит, Танзила сюда добавила лук. Немножко размоченный батон. А? В молоке, да. Одно яйцо, паприка, красный перец. Черный не добавляешь же? Черный перец. Нет у нас, да? А, ты же специи смотрела, забыла, наверное, да? Я адыгейскую привезла, она совсем другая. Так, соль же сюда обычную ты добавляешь? Да. Вот, я сегодня в роли оператора немножко. Делов, конечно, у меня тоже много. Вытяжка у нас работает вместо кондиционера. Немножко хоть освежает. Душно, ужасно у нас сегодня. Жарко, душно. Я не знаю, градусов 35 это однозначно. Я, правда, не смотрела. Так, ну, пропорции, может быть, будут в описании, потому что я всегда забываю Ибрагиму это сказать. Ну, хоть проговорить. Ты хоть знаешь, что у нас сколько? Ты на глаз тоже делаешь, да? 2 грудинки, 2 грудинки. Лука сколько? 4 лука, 4 средних лука, 2 грудинки. 2 яйца. 2 яйца ты добавил, да? Да, 2. 2 яйца. А хлеба сколько? Батона? 4 кусочка. батона. 4 кусочка батона. Она все перебила блендером. А этого сыра хватит, что ли? Да, слишком много. Но я сделала для заморозки. А, котлет так много не надо. 8, не, 10 котлет. Сейчас посмотрим, сколько получится. А укропа, зелень не надо, что ли? Нет, она зелень не любит. И еще она не любит, когда я делаю все в перчатках. У меня вот это вот Лейла, и вот она вот, когда сразу спрашивает, пожалуйста, не надевай перчатки. Ой, теперь надо отбить, да? Да. Так ты без масла, да, делаешь? Просто сыр. А нужно было же и масло еще. Она сказала, что все. Так, процесс значит, не второй меняется. покажем. По-моему, белеть. Ну, ты пока жарить не будешь, да? Подготовишь, оставишь, да? А что ты себе эти подносы не поставила? Хотела один показать. Ну, ты полностью не показала, надо будет заново второй показывать. Слишком... Я камеру не включила, а ты уже начала лепить. И снова сюда. А, еще раз Да. яйцо, да? А, Самое трудное вот это вот. Но они красивее бывают. И все. Как я там мясо так, толстую видно. Так, я не успела включить камеру, но Танзила уже начала лепить котлеты. Так, масла нет, ты заворачиваешь только сыр. Чеснок, адыгейская соль. Ну, кто А, любит, в сыр ты добавила Да, чеснок, чеснок да, обязательно, немножко да. выдавленный? Нет, ты опусти свои руки. ну, Вот, сюда вот, вот. покажи, вот чеснок, видишь? Нет, это я вижу, но вот как ты заворачиваешь. Вот. Ты наверх не поднимай, Все. а то Можно еще вот так сделать. Сперва сухари,
если легче. Потом сюда. И снова сюда. И все. И все? Да. Почему мне все время кажется, что это мутно снимается? Был бы дома Ибрагим, я бы посмотрела. Может быть, тут в настройках что-то. Я в этом айфоне ничего не разбираюсь. Ну, короче, друзья, вот так вот Танзила сделает и остальные, как вы видели. А потом попозже будем обжаривать. Вот так вот. Ну все. Так, друзья, и теперь Танзила обжаривает эти котлеты. Блин, у меня... Посмотри туда. Мутно хокицу. Нет. Нормально? Нормально. Ты что, у меня глаза такие мутные? И в новых очках? Осторожно. Я не Так. чувствую масла. Обжариваем на улице, потому что, как вы знаете, плитки газовые мы не занесли пока в дом. Но такая жара у нас, я не знаю, завтра, если так будет жарко, как мы все это будем делать? Поздно надо делать. Это, считай, нам всю ночь надо работать. Мама, Сегодня мы их- опять же нам надо мы их подготовиться. прям очень не жарим, потому что в духовке дальше А, ты будешь доделывать их, да? Да. А, ты просто корочку Да. делаешь? А Мадина прям сверху жарит. Вот я боюсь. Я всё-таки. по-киевски вообще не делала, честно признаюсь, я их не делала. Обычные Нет, котлеты Для делала. себя дома я жарю. Для своей страховки ставлю в духовку. А, ну они должны быть в духовке, по идее, потому что они же вон толстенькие. Так, до золотистой корочки в сковороде в масле, да? Да. А потом в духовку. Минут на 20, наверное, и на Да, 30. Сыр выходить не должен. Он его выходит разве? Ну, если неправильно сформировал, то да. А, Невкусный бывает. ну не знаю, короче, девочки, я не готовила. Готовила Масло и тоже Мадина, не и должно Танзила. выходить. Ну да, это же должно быть в разрезе расставить. А почему ты их так рано жаришь? Духовку потом перед тем, как отправить, сделаешь? А, ну пока рано, потому что сейчас только 5 часов, а на ифтар их нужно отправить. А у нас еще один заказ образовался к ифтару, нужно еще приготовить. Что там у тебя в заказе? Мясо по-французски. Мясо по-французски, по-танзилиной. Печёночный шарлот. Так, печеночные вот эти вот оладушки и салат мужской каприз. Вот у нас еще один заказ. Короче, вот так вот. Жалко будет, их разрезать нельзя будет. В разрезе показать нельзя будет. Давайте один сделаем. А есть лишние? Хорошо, сделай после, как только из духовки вынем, потом покажем. Так, ну вот проверочные. Разрезание котлеты. Вот так вот потек сыр. Видите, просто уже котлета давно она вынула, поэтому охладилась. А так, если бы совсем горячий был, сыр бы потек лучше, он уже успел прихватиться. Так, Танзила тут нам на ужин, на ифтар для нас тоже решила сделать салатик быстрый. Короче, баночка опят, баночка вот таких вот маринованных огурчиков и баночка вот таких вот такой вот кукурузы в початках. Один зубчик чеснока и маленькая луковица. Растительным маслом заправишь? Просто маслом. Да, просто масло. Если Опята промываются, чтобы уксус ушел с них. Если что, можно мясо. Раньше, говорит, она готовила с говядиной, с мясом говядины, на волокна разделать говядину и добавлять. А сейчас она не хочет ее сюда добавлять, говорит, не надо. Ну, это типа, знаете, салатик, закусочка получится на любителя. Вот. Тоже как вариант. Поставила я тоже мясо варить для нас. Сегодня последний день, как я сказала, поста. Все? Салат готов. Зелень же можно, наверное, да, еще? Не так Ну и при подаче можно. Опять зелень и брашка не ест.
Раз, два, три. это напасть. Да, раз, два, три. Попробуем, посмотрим, друзья. Не знаю, какой вкус у него, не могу сказать. Я не делала, не готовила. Это все сегодня вкусняшки Тензилы. У меня опаздывают ролики. Сегодня зашел второй ролик, когда мы с Тензилой лепили пельмени. А это воскресенье, воскресный день. И у нас еще снятый ролик, как мы с Аишкой отдыхали, справляли день рождения. А завтра уже Курбан-Байрам, надо будет про это ролик снять. Так что у меня ролики идут с опозданием, друзья, не знаю. А сегодня у меня вышел какой-то ролик неизвестный такого блогера, которого я раньше не знала. Она буквально сегодня 4 ролика выпустила за один день. Я говорю, надо было мне тоже вот так же. Так, ну вот, друзья, в процессе у нас идет работа, как видите. Это творческий бардак, как вы мне всегда говорите. Значит, сейчас будут обжариваться баклажаны. Баклажаны она вот так вот нарезала, как вы видите. Сегодня у нас Тензила готовит. Ну, такую она может готовить. Ей нельзя поднимать тяжести, ей нельзя возиться в воде, ей нельзя возиться с холодным мясом. Ну, вот это вот, конечно, ей позволительно делать, поэтому вот такие вот мелочи она делает сама, я снимаю. А моя работа – это мыть посуду и все остальное. Так, ну вот, короче говоря, сейчас она будет их обжаривать, а потом ну, ничем начинять, сказали, нельзя, да? Просто майонез и свернуть в рулетик после обжарки. Так, ты будешь соединять? Где у нас эти? Я не нашла полотенце. А у нас нет, у меня закончились бумажные полотенца. Сейчас приедет Багаудин, он поедет и купит нам. Можно такой салфетки. И вискозные у нас закончились. Анжелика присылала, которые надо будет еще купить. И такие закончились. Вообще мне надо в хозяйственный магазин сходить. Так, Тензила, там он соберется в этой чашке? Все, нет, все я отжала, все я сделала, подготовила. Значит, это салат «Мужской каприз». Морковку по-корейски мы сделали быстренько. Тензила, ты слишком шустренькая. Чим-чим, а ну дай ведь чим-чим приправу. Морковку по-корейски сделали быстренько с такой вот приправой чим-чим. Она быстро маринуется. Вот мясо, болгарский перец, кукуруза, фасоль и зеленый лук. Его будет много, ты весь не добавляй, наверное? Или можно? Можно. Я половину штук привела. Что? Половину только принесла. Полпучка ты имеешь в виду? Так, масло? поперчить, посолить и масло. Чеснок чуть-чуть. Чеснок ты не... ты же не добавила. Сюда ты не добавила, да? Добавила, хотя чуть-чуть здесь вкус бывает. В морковку ты добавила чеснок? Нет. Вот поэтому я и говорю, надо было в морковку добавить, и тогда бы чеснок чувствовался и здесь. Я обычно так делаю. Так, ну, короче, все, друзья. Вот добавить сюда еще немножко чеснока. А вы можете сразу, когда делаете, не обязательно с этим чим-чимом делать, морковку по-корейски сделали немножечко, и все добавили. Опять-таки, если я не напишу в описании, напишите мне, девочки, я вам потом напишу. А то я всегда забываю. Ну, что поделать. Друзья, я вот такой вот человек. Склеротик, можно сказать. Все, я побежала, а то у меня тоже очень много дел, я тоже по ходу готовлю. Мне сейчас нужно быстро почистить картошку и сделать наш ингушский бирх, соус картофельный к мясу. И галушки надо сделать. Вот, на ужин, на ифтар. Так, и, друзья, подключилась снова. Видите, тут фасоль какая? Она такая невзрачная. Фасоль нужно покупать, жалко сейчас. Или бондюэль. Или есть еще кубаночка. Она более насыщенно темного цвета, такая сиреневая, можно сказать. Вот тогда салатик получается яркий, красивый. А здесь, вот как видите, фасоль не очень яркая. И вот красочность немножко уходит. Ну, а зелень уже можно, когда на стол поставить в салатницу, уже сверху просто посыпать. Вот так вот. Салат вкусный, сытный, самое главное. Можно даже без... Да, даже без всякого, в принципе, на ужин приготовить, это уже готовое блюдо.
Так, друзья, первый заказ Танзилы завершен и отправляется. Такси уже во дворе, да? Да. Не во дворе, вернее, а на улице ждет. Темные, светлые, потому что сухари здесь были темные, а здесь светлые. Можно сюда поставить. Это же не с ним? Да, нет. Вот обжаренный баклажан, но это потом. На, закрывай и отправляй свой первый заказ. Сейчас 7 час только, конечно. Ну, вот такие вот маленькие заказики тоже мы выполняем. Если кому-то нужны, друзья, страничку инстаграмом я Танзилины. Ну, в принципе, сейчас это наша общая страница «Еда на заказ». Мы принимаем заказы любого количества, любого, что можно приготовить, кроме экзотических блюд, которые просто невозможно будет, наверное, купить здесь у нас, да? Так что, друзья, заказывайте. Если большой заказ, может быть даже бесплатная доставка. Скидки действуют при большом заказе. Если большой заказ, то у нас действуют небольшие скидочки. И есть мне какие-то подарочки, салатики какие-нибудь бонусом. Так, друзья, ну и вот отправляется заказ Танзилы. Вот такие вот печеночные оладушки. Она их называет шарлотками. Но, не знаю, по-моему, неправильно, по идее. Нет, Шарлотки же сладкие должны быть. Печеночные, это сладкая шарлотка. Ну ладно, пусть будет по-твоему. Я не знаю. Но по-любому вот такие вот Печёночные печёночные оладушки, да. Мужской каприз. Вот такие вот баклажаны рулетиком. Но они ничем не хотели, чтобы их больше украшали, что делали. И вот такое вот мясо по-французски. Без помидоров. По-танзилине. Без помидоров. Да, сюда не разрешили класть Эта помидоры. клиентка не кушает лук и помидоры. Она не ест помидоры. Вот так вот, друзья. Этот заказ отправляется. Один заказ, я как сказала, мы уже отправили. Так, он камчатый. Все, на сегодня заказ закончен, но надо нам подготавливаться уже к завтрашнему, друзья. Поэтому и к себе на стол накрывать уже пора. Сейчас я быстренько закину галушки. Но приготовление для себя я не буду показывать. Это обычное мясо, галушки, котлеты. Просто, может быть, накрытый стол вам покажу. А может быть и нет. Вот так вот, друзья. Сегодня такое, знаете, ну, сказать, предпраздничное, может быть, настроение, такое воодушевление к вечеру, особенно когда спала жара. Да, вот, поставь ящик. Я ящик убираю днем, а они, бедненькие, мучаются. Вечером ставлю, чтобы они туда заходили. Вот этот ящик я убираю днем. Сейчас Танзила принесла, поставила, видите, они мучаются. Они мне тут гадят, их уже пора отсюда убирать, уже давно. И, друзья, у меня такая неприятная новость. У нас пропал маленький наш котеночек. К сожалению, со вчерашнего дня не можем найти. И вы знаете, я обычно как-то... Нет, я люблю кошек, но сказать, что вот прямо вот за ними переживаю, такого нет. Люблю кошек, это однозначно. Но вот за этим котиком я просто не знаю. Мне очень обидно, что он пропал, потому что он был такой ласковый. Он всегда садился, только я сяду на диван, садился мне на колени. Действительно жалко, что пропал, не знаю. Может быть, ребята его подобрали с красным ошейничком. Он такой красивенький казался. Вот, видите, ой, как хорошо жара к вечеру спала, друзья. Какая жара сегодня была. Просто вот пот лил градом. Что вот на рынке ходила, что мы готовили. Хоть и печки на улице стоят, но все равно было очень жарко. Сейчас так хорошо. Но наслаждаться вечером нам с Танзилой тоже нельзя. Нас ждут 30 кур нас ждут. Танзила, кур 30 у нас? Кур 30? Вот. Нас ждут 30 кур сегодня, которых нужно, как я сказала, очистить от пеньков, осмолить, разделать и замариновать. Так что и нам еще нужно сегодня налепить 5 килограмм мант, 2 килограмма голубцов и приготовить
по-моему, да, 12 вот таких вот мясных шарлоток и по-французски. 6 шарлоток, 6 по-французски. Это уже другой заказ. У нас завтра утром один заказ такой маленький, можно сказать, и свадебный. Так что опять с Танзилой мы будем в такой вот запашке. Ну, что поделать. Действительно, и на лечение деньги нужны, и так по хозяйству, по дому деньги нужны. Денег сколько не зарабатывай, их все равно мало. Вы это знаете прекрасно, особенно с нынешними расценками. Вроде бы ничего не куплено, а деньги просто вот как будто бы сквозь пальцы уходят. Танзила, ты что там, выбрасываешь всю эту посуду? Ну, столько шума! Такое впечатление, что ты ее выкидываешь просто. Вот собаки. Сколько мух налепилось, чтобы забежать сюда. Я думала, ты их выкидываешь. Как было в старом фильме? Мыл и выбрасывал. Мыл и выбрасывал. А зачем мыть? Если выбрасывать, то уже грязно ли выбрасывать? Так, друзья, вот такой вот стол мы накрыли себе на ужин. У нас снова гости, поэтому застолье опять снимать у меня не получится. Ну вот, просто как-то так. Котлетки, мясо, тут немножко баранины, немножко говядины. Вот эти вот печеночные оладьи, галушки. Сегодня так быстренько вот такие вот сделала. На машинке и без машинки, чтобы быстрее закинуть. Танзилин салатик. И вот салатик. Короче, вот так вот. Дальше марку абудолтахан марка бачина. Есть бисливин. Урбаш дал абудолт. Макбаха чархажал дал абудолт. Мас варк мугжмяш шулуш. يخد بابن غربن بوت غربن دقة دال ديك در دولت وين مال دي أدواج وين مال دي أبعد تجدال دا يتصل جوبود فاتاسك اشتماج دق سلامس دي بيلتش قارشي مارداست